Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Менің атым Дидар Қапанқызы. Я веду канал для изучения казахского языка. Это 17-й урок. Тема урока – множественная форма переходного будущего времени. Цель урока – формирование навыков образования и практического применения множественной формы переходного будущего времени через анализ языковых конструкций и выполнение коммуникативных упражнений. В начале урока хочу познакомить вас с фразами, которые вы можете часто услышать. Послушайте меня, затем повторите. Дурус. Дурус. Дурус емес. Дұрыс емес. Қате. Қате. Қателестіңіз. 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 Рас. Рас. Шын. Шын. Рас емес. Рас емес. Шын емес. Шын емес. Рас айтамын. Рас айтамын. Шын айтамын. Шын айтамын. Шынын айтқанда. Шынын айтқанда. Рас айтасыз. Рас айтасыз. Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Чаще употребляйте фразы, которые прошли, чтобы хорошо запомнить. Переходим к основной теме. Множественная форма переходного будущего времени. Если вы смотрите все наши уроки, вам знакомы виды множественных окончаний. Если нет, советую посмотреть 7, 12 и 13 уроки. Множественные окончания с глаголами указывают на количество совершающих действий. То есть, если действие совершает двое или более человек, то обязательно надо добавить множественные окончания. В переходном будущем времени, как в повелительной форме, мы используем варианты дар и дер. Обратите внимание на таблицу. Без. Без. Конструкция. Корень, основа глагола, плюс суффикс переходного времени, плюс множественная форма. Мыс или мыс. Например, бар, мыс. Барамс. Мы пойдем, мы поедем. Второе лицо синдер. Вы. Корень, основа глагола, плюс суффикс, образующий переходное будущее время, плюс второе лицо, плюс множественные окончания. Бар, сындар. Барасыңдар. Вы пойдете или вы поедете. Вежливая форма образуется точно так же, только вместо окончания «сын» вы добавляете «сыз» либо «сыз». Бар, сыз, дар. И третье лицо «улар». Здесь как в единственном числе. «Улар», бар, барады. Множественное окончание нету. А теперь послушайте, как будут звучать вопросы в переходном будущем времени. Мен. Мен не істеймін? Мен не істеймін? Не істеймін? Сен. Сен не істейсің? Сен не істейсің? Не істейсің? Сіз. Сіз не істейсіз? Сіз не істейсіз? Не істейсіз?
Ол. Ол не істейді? Ол не істейді? Не істейді? Біз. Біз не істейміз? Біз не істейміз? Не істейміз? Сендер. Сендер не істейсіңдер? Сендер не істейсіңдер? Не істейсіңдер? Сіздер. Сіздер не істейсіздер? Сіздер не істейсіздер? Не істейсіздер? Олар. Олар не істейді? Олар не істейді? Не істейді? Как вы заметили, варианты сіз, сендер, сіздер на русском звучит одинаково. Что вы делаете? Что вы сделаете? А на казахском давайте еще раз уточним. Сіз – это вежливая форма, единственное число. Сендер – это обращение на «ты» во множественном числе. Сіздер – это вежливая форма во множественном числе. Запомните, пожалуйста. Давайте выполним упражнение, чтобы научиться самостоятельно употреблять множественную форму будущего переходного времени. На экран будут выходить глаголы. Вы поставьте на паузу, напишите нужные суффиксы и окончания, после проверьте. Сәттілік!
Думаю, что вы справились с заданием. После этого упражнения обязательно прочитайте вслух. Если вы выучите слова, они будут сами собой слетать с языка. На этом я заканчиваю урок. Надеюсь, что занятие было полезным для вас. Поделитесь комментариями. Келесі сабақта күтемін. Сау болыңыздар.